Следующий участник – это наш хардаш из числа юрковских нулаев, проживающий в ауле Харгалы, Карагали, Приволжского района Астраханской области. Человек с активной гражданской позицией и твердой нагайской самоидентификацией – это Ильхам Шамсуддинов. Ильхам, расскажи, пожалуйста, как вообще вот вы пришли к тому, что вы себя сейчас называете вот нулаем, да, юртовским? Что подтолкнуло вообще к осознанию вот этой особой идентичности юртовских нулаев? В двух-трех словах, если можно. Я начну с моей бабушкой Аимнен. Аим прожила до 100 лет, и когда что-то разговаривали, что-то делали, она всегда говорила без нугайла. И по этим разговорам, даже по старым, она рассказывала, что татарлар, мында көшіп келгенде, когда они сюда переселились, они как бы жили на окраинах. И всегда она меня поправляла, когда я говорил, там, мы татары, без татарлар. Она говорила, yok, без татарлар, без нугайлар, нугай деп. И постоянно такие пословицы были на без нугай айткан сөздері, bizim нугай былай деп айтқан, bizim нугай былай деп айтқан. И как-то это бухит остается, но когда мы выходим на улицу, общаемся с другими, почему-то мы все татары. И мне было интересно, почему мы нугаи, есть казахи, есть татары, все пишутся, как они хотят, то есть как они есть, а мы почему-то пишемся татарами. Я учился сам в Казани, в конце 90-х, учился в Казани, когда я туда приехал. Конечно же, по внешности другой. И первый же мне вопрос сказали, ты нагаец, да, с Дагестана? Мне сразу сказали. Я говорю, нет, я говорю, с Астрахани, астраханский татарин. Они такие раз улыбнулись, говорят, ну ты, наверное, нагаец, потому что один нагаец у нас уже здесь был с Дагестана. То есть по внешности ты похож. По языку тоже, потому что со мной жили и мещары, и татары там местные. Языку 50% мне было непонятно. Уроки были на татарском языке, тоже я не понимал в основном. Смысл понимал, что такое, а в основном большинство слов не понимал. И даже у нас был такой, когда в 96-м году, нет, в 97-м году к нам туда приезжал один историк, вот я помню имя, а ты, говорит, откуда? Я говорю, с Астрахани. Ногай, да? Я говорю, да, Ногай. Он говорит, а я вижу, говорит, кто. Учеба все прошла, вернулся я домой, ездил я на Кавказ, ездил в Дагестан, Карачаево-Черкесию. Куда бы я ни приезжал, мне всегда говорили, ты нугай, что ли? Мне говорили. Чеченцы мне говорили, ты нугай. Приезжал в Дагестан, там говорили, ты нагаец, да, нугай. То есть как кумыки ребята, то есть везде почему-то меня сравнивали. Никто не говорил, что я татарин, а говорили, все нугай. Даже вот у нас село есть в Астрахани, Лапас. Когда туда я приехал, с машины вышел, нугайлар меня когда увидели, нагайцы, вот, где проживают там в Лапасе, они меня увидели и говорят, о, ах, нугай килды, ты, наверное, нугай бала, наверное. Я говорю, ну, не стал уже отрицать. И вот о чем я хочу сказать, то, что разница в языке, в диалекте, в традициях, потому что я хорошо общаюсь с татарами, с Татарстаном, у меня там много друзей живет. Традиции у нас разные. Даже они, когда приезжали ко мне сюда в гости, тоже нугай чай, нугай малеш, эти блюда, когда мы кладем на стол, они удивляются, а что это такое, вот это чай такой, который на суп похож жиром, пирог, который режешь внутри мясо с рисом, то есть вот так вот, они удивляются, вот это есть, оказывается, вот это есть. Тот же ихний чак-чак, который мы называем лахсалва, да, они удивляются, та же алва, халва наша, да, другая. То есть вот так. И постепенно, как бы, ну, с возрастом, конечно же, қартлардың айтқан сөздері қартайғанша өзін милләтке тартылады, өзінің ғадетлерге. То есть уже полностью осознал, что я нугай, и мархум отец мой, он рассказывал, когда его отец умер, это мой дедушка, а там Шамсуддин Бек Мухаммед, когда он умер, отцу тогда было 12 лет, да, он рассказывал то, что делали баш-казых, это маяк, вот этот баш-казых, и когда ими все написали, тот, который делал, человек, вот, дедушка там, Абдулаев, он сделал знак
Тамга. И мне все отец говорил, наш Тамга, говорит, шумиш, говорит, вот такой, вот такой. Говорит. Я так интересовался, как бы вот такой, но нигде не мог найти. То есть где-то, оказывается, немножко отец неправильно показал, немножко по-другому был. И вот сейчас, альхамдулилля, я нашел свой Тамга, и матери Тамга нашел. То есть теперь я конкретно Нугай, 100% Нугай, уже знаю свой, как бы, этот Тамга, свой род, Аллаха шикар. И у меня просто был такой момент, вот так тоже интересно, в 2010 кажется, когда была перепись, то я, женщины, которые записывали, я просто говорю, интересно открывать, так, мама татарин, папа татарин, как вот ты, говорит, Нугай. Я говорю, ну как это, мы же Нугайлар здесь местные. Нет, говорит, как написано, так и пишем. То есть они как бы, ну я так думаю, что я буду, если бумага есть бумага, правильно как бы. Я говорю, так, ну задумался, я говорю, ну и правильно. И с этого момента меня мучил этот вопрос, почему же все-таки вот мы же знаем, что мы Нугайлар. Старики все знают, что мы Нугайлар. Традиции нугайские. У нас даже религиозные традиции, они отличаются даже от саратских татар, которые ближе, волгоградских татар, они отличаются. Даже религиозные традиции. И там нугайские слова, вот я хорошо общаюсь с карачайскими нугаями, да, больше схожих слов с ними, то есть больше схожих слов с дагестанскими нугаями. Потом Ростопулки у нас проживает Карагаши. С карагашами больше слов, чем с татарами. Потому что даже взять там такие элементарные слова, ближе у нас приходит по смыслу. Ну вот, как бы сказать. Но хотел бы еще, короче, как бы дополнить, потому что много наблюдаю сейчас в комментариях. Хотел бы сказать такое, то, что уважаю все народы, и все народы имеют право как бы на право существования, свою как бы нацию, на свой язык. То есть, и я хотел бы просто, чтобы мен Нугай, менің бағаларым, чтобы мои дети разговаривали на моем языке, на моем диалекте, соблюдали мои традиции, жили так, как жили мои предки, не так, чтобы к нам что-то навязывали другое от другого народа.